появилось сразу несколько нововведений, которые касаются большинства граждан. Первое и самое важное – это увеличение пенсий. Сейчас базовая пенсия стандартная составляет 15 274 тенге. С 1 июля 2018 года размер базовой пенсии будет зависеть от размера стажа участия в пенсионной системе и от величины прожиточного минимума, который в Казахстане меняется каждый год. Те, кто имеет стаж 10 и менее лет, будут получать минимальную базовую пенсию, 54% от прожиточного минимума, или 15 274 тенге. За каждый год, отработанный более 10 лет, базовая пенсия будет увеличиваться на 2%. При стаже 33 и более лет человек получит максимальную базовую пенсию, 100% от прожиточного минимума или 28 284 тенге. В случае отсутствия стажа работы также начисляется минимальная базовая пенсия в размере 15 274 тенге. Стаж участия в пенсионной системе включает в себя трудовой стаж до 1 января 1998 года, уплату пенсионных взносов после 1 января 1998 года, уход за ребенком до 3 лет, инвалидом с детства до 16 лет, время проживания супруг военнослужащих, сотрудников спецгосорганов, дипломатических работников и так далее. Нововведение касается и тех, кто уже получает пенсию, и тех, кому она только предстоит. Новая методика назначения базовой пенсии призвана улучшить материальное положение пенсионеров и усилить трудовую мотивацию казахстанцев. Еще одно новшество – поднятие цен на сигареты. Согласно поправкам, внесенным в постановление правительства, минимальные розничные цены на пачку сигарет с фильтром, без фильтра и папиросы с 1 июля до 31 декабря 2018 года будут составлять 360 тенге. С 1 января до 30 июня 2018 года сигареты стоили как минимум 340 тенге. С 1 января 2019 года они подорожают до 380 тенге. С 1 июля вводятся новые государственные пособия для лиц, которые осуществляют уход за совершеннолетними инвалидами первой группы с детства. Для 14 тысяч семей это станет дополнительной денежной помощью в размере порядка 30 тысяч тенге ежемесячно. Это пособие будет назначаться пожизненно. Оно позволит обеспечить качественный уход за лицами, которые нуждаются в постоянной помощи. Самое интересное нововведение – постепенный переход на электронные паспорта транспортных средств. Электронный паспорт создаст максимально полную историю автомобиля, включая информацию об ограничениях и обременениях, качестве и объемах технического обслуживания, участии автотранспортных средств в дорожно-транспортных происшествиях. Это позволит упростить оформление документов и сделать прозрачными все этапы эксплуатации машин, поможет формированию общей и достоверной базы данных, в которой страны смогут обмениваться сведениями через информационную систему. В будущем при покупке машины на вторичном рынке любой желающий сможет посмотреть ее историю на специальном портале. Переход на электронные техпаспорта будет постепенным. Паспорт будет единым для всех стран ЕАЭС. С 1 июля также меняются правила оформления виз и приглашений. МВД внедряет электронные визы, прибывающие в Казахстан иностранцы не должны будут физически обращаться в консульство казахстанского МИД. С введением электронных виз иностранец через электронный портал может обратиться напрямую в миграционную службу Казахстана, указать все анкетные данные и цель приезда, финансовые возможности и срок пребывания. Казахстанские власти проверят информацию по базам данных и в случае отсутствия ограничений оформят визу. Кроме того, для иностранцев с 1 июля сокращены сроки подачи приглашений на въезд в страну. Подавать приглашение нужно не позднее, чем за 5 рабочих дней до предполагаемой даты въезда получателя виз в Казахстан. Ранее данный срок составлял 14 дней. В приглашении казахстанская сторона должна указать адрес места жительства иностранца в Казахстане и маршрут передвижения. С вами были новости Казахстана, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить важные новости.